Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Я приветствую вас на канале Казахский язык онлайн. Меня зовут Сауле Муратовна, я преподаватель казахского языка. А это 4-е видео из цикла «Времена глагола в казахском языке». Тема сегодняшнего урока – будущее время глагола. Для начала традиционно вспомним в целом времена глагола. Как и в любом языке, казахский глагол может стоять в 3 временах – в прошедшем, в настоящем и в будущем. С точки зрения временных нюансов, казахский язык – это 9 временных форм. То есть в прошедшем времени глагол имеет 4 варианта. В настоящем времени глагол имеет 2 варианта. И в будущем времени глагол стоящий может иметь 3 варианта. Тема сегодняшнего урока – келер-шаг – будущее время. Для начала нам, конечно, нужно вспомнить формулу образования времени глагола. В предложении, по большей части, сказуемое выражено глаголом. То есть, как правило, в предложении присутствует некое действие. Если действие присутствует, значит сказуемое выражено глаголом. И в сказуемом всегда есть 3 элемента в плюсе и 4 в минусе. То есть в сказуемом есть информация о том, какое действие, что за действие, когда это действие совершено и кем это действие совершено. Это в плюсе. Если глагол отрицательный, то сначала информация о том, какое действие, далее отрицательный суффикс, потом, когда это действие было совершено и кем действие это совершается. К этому видео я тоже приложу ссылку на тему личное окончание. Единственное, что хочу к этой схеме добавить, давайте я вам еще раз напомню, что такое исходная форма глагола. Исходная форма глагола – это часть глагола без суффикса «о». То есть мы в любом словаре легко можем найти нужный нам глагол. Он будет всегда вот так выглядеть. Это инфинитив, неопределенная форма глагола. Эту форму глагола в качестве сказуемого мы использовать не можем. Мы должны поставить глагол в исходную форму. Мы отсекаем суффикс «о». У нас остается часть глагола без суффикса «о». Именно она будет принимать суффикс времени, а далее будет идти личное окончание. Итак, будущее время глагола в казахском языке – это 3 нюанса. Простое будущее – ауспалы келер-шаг, вероятное будущее – болжалды келер-шаг и будущее намерение – мақсаты келер-шаг. Чем же отличаются формы времени? Чем же отличаются эти все формулы? В предложении всегда есть слова-подсказки. Если в предложении стоят слова, которые просто обозначают будущее время, либо контекст нам сам намекает, слова такие «скоро», «завтра», «в скором будущем», либо сама ситуация указывает на то, что действие будет в будущем, не в прошедшем, не в настоящем, а в будущем. Это значит, что мы с вами должны в глаголе использовать вот эти суффиксы времени, по закону сингармонизма подбираем. Это будет обозначать, что это просто факт будущего времени. Бүгін мен жұмысқа түстен кейін барамын. Сегодня я на работу после обеда пойду. Если же в глаголе мы видим следующий суффикс ар. Бүгін мен жұмысқа түстен кейін барармын. Вот суффикс ар и его варианты ар, ер, ре обозначает, что действие будет наверное, вероятно, возможно. Скорее всего, именно эти слова должны стоять в предложении, в смысле в предложении на русском языке. В казахском языке этих слов может не быть, потому что этот суффикс и обозначает, что действие вероятное. Разница между вот этим временем и этим в том, что это просто факт будущего времени, мы ожидаем, что это действие будет, а это действие возможно будет, а возможно не будет. И 3-я форма будущего времени – это мақсаты келер-шаг, будущее намерение, будущее цели. В названии времени есть слово мақсат, цель. Суффиксы мак, мерк, бак, пек, пак, пек. Если мы в глаголе видим эти суффиксы, то предложение будет иметь следующий перевод. Бүгін мен жұмысқа түстен кейін бармақпын. Сегодня я на работу после обеда планирую пойти.
Здесь еще могут два варианта есть. Собираюсь пойти, намереваюсь пойти. Вот эта форма, когда мы просто ставим себе цель, мы ставим себе в план. Чем же отличаются вот это время от этого? Это ожидаемое будущее, это просто факт. Это действие будет. А вот это действие мы планируем. Это действие мы планируем. Интересный факт, что вот в этой форме времени нет отрицательной формы. Мы здесь можем сказать бараман, я пойду и я не пойду. Мы можем сказать я, наверное, пойду, я, наверное, не пойду. Но здесь мы не можем, в этой форме времени нет отрицания. Почему? Все очень просто. Этим способом мы пишем цели. Теперь давайте вспомним, что когда мы с вами идем, допустим, в магазин, то мы составляем список. Вот это возьму, это возьму, это возьму, это возьму. Мы всегда пишем то, что мы планируем. И мы никогда не пишем то, что мы не планируем. Поэтому в этой форме времени нет отрицания. Просто факт. Наверное, и планирую. Чтобы разобраться, еще раз я предлагаю вам переслушать данное видео. Возьмите интересный для вас глагол, составьте с ним предложение. Еще раз скажу, что в казахской версии предложения будет просто видоизменяться сам корень, сам глагол. А в русской версии предложения обязательно будут те слова, которые намекают на этот нюанс времени. Здесь просто слова завтра, скоро, повторюсь. В этом предложении обязательно будут стоять слова наверное, скорее всего, возможно, вероятно. А здесь обязательно будет один из трех вариантов. Планирую, намереваюсь, собираюсь. Вот такое интересное будущее время. Я очень надеюсь, что вам понравилось видео. Я верю, что вы сделаете домашнюю работу, чтобы закрепить. Эта информация 2 раза, 3 раза прослушанная, наверное, интересная. Но на завтра однозначно она будет забыта, если мы с вами не потренируемся. Поставьте лайк под этим видео, если вам понравилось. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Отметьте колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. И увидимся на следующих уроках.